В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амшекшара. Здравствуйте. 22 декабря президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба совершит рабочую поездку в Российскую Федерацию. Как сообщает пресс-секретарь главы государства Наала Авицбан, президент проведет ряд рабочих встреч в Москве, а также по приглашению руководства Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко посетит праздничное мероприятие, посвященное столетию музыкального театра. В торжественном мероприятии примет участие народная артистка Абхазии и России, кавалер ордена Ахедзавша первой степени Хибла Герзмава. 15 вопросов, касающихся самых различных сфер деятельности государства, были на повестке дня очередного заседания Кабинета министров. Правительство повысило тарифы на электроэнергию для государственных органов и определенных бюджетных учреждений. Определило квоты допустимого улова рыбы на сезонную путину, рассмотрела и ряд других вопросов. Подробности в репортаже Наалы Ковы. Кабинет министров утвердил новые тарифы на электроэнергию. Плата за электроэнергию увеличена с 60 копеек до 95 за 1 киловатт в час для государственных органов и бюджетных учреждений, за исключением учреждений образования и здравоохранения, которые финансируются из республиканского бюджета, а также приравненных к ним потребителей, в том числе объектов Министерства обороны России и ФСБ России, дислоцированных в Абхазии. Как подчеркнул министр экономики Эдгур Ардзинба, увеличение тарифов на электроэнергию не коснулось физических лиц. Они, как и раньше, будут платить 40 копеек за 1 киловатт в час. Тариф на электроэнергию в отношении этих лиц увеличивается с 0,60 рублей до 0,95, то есть 95 копеек. Это не касается нашего населения, это не касается юридических лиц, коммерческих организаций. Все как было, так и остается. Касается только государственных органов и бюджетных учреждений, за исключением учреждений образования и здравоохранения. Правительство приняло решение дополнить перечень сырья и материалов, ввоз которых на таможенную территорию Республики Абхазия не подлежит налогообложению. Теперь в их числе клинкерный цемент. Как отметил Эдгур Ардзинба, ввоз сырья необходим для более активного развития данной отрасли. В данном постановлении предлагается внести в этот перечень еще одну группу товаров под названием клинкерные цементы. Речь идет о том, что на территории Абхазии появилось производство цемента. Оно не такое большое, но тем не менее первый шаг в этом деле сделан. И клинкерные цементы, о которых идет речь, это сырье для производства этого цемента. Члены правительства определили квоты допустимого улова на сезонную путину в целях эффективного использования биологических ресурсов Черного моря, а также охраны промысловых рыб у берегов республики. На территории Абхазии действует 7 предприятий, которые занимаются ловом и переработкой рыбы. При этом приняты все необходимые меры для безопасности и экологии республики. Согласно приложению к постановлению Кабинета министров по видам рыб: хамса 27 тысяч тонн, ставрида 130 тонн, барабуля 100 тонн, шпрот 350, кефали, семейство кефали 120 тонн, мирланг 150 тонн, катран 5 тонн, камбала 10 тонн, скаты, там входит несколько видов 20 тонн, луфарь 200 тонн, смарида 50 и прочие виды 25 тонн. Правительство дало согласие на перевод земельного участка площадью 15 гектаров в селе Дранда Гулрыбского района из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земли иного специального назначения. Таким образом, в Гулрыбском районе определен земельный участок под строительство новой тюрьмы. Кабинет министров передал Конституционному суду сгоревшее административное здание РУП «Абхазская железная дорога» по улице Дзидзария. На ремонт здания в 2019 году выделяется 50 миллионов рублей. Правительство также утвердило положение о Государственном комитете Республики Абхазия по строительству и архитектуре. Указ о создании ведомства был подписан в августе 2018 года. На Алакове Алексея Гухава, Томас Чиковани, Абхазское телевидение. Делегация Народного собрания парламента Республики Абхазия, которую возглавляет спикер Валерий Кварчи, выехала в Москву для участия в 55-й сессии парламентского собрания Союза Беларуси и России. В Москве делегацию встретили чрезвычайный полномочный посол Республики Абхазия в Российской Федерации Игорь Ахба и ответственный работник секретариата парламентского собрания Алексей Селезнев.
Минздрав Абхазии и Санкт-Петербургский государственный медицинский университет подпишут проект соглашения о двустороннем сотрудничестве, в котором будут обозначены конкретные вопросы по взаимодействию. Об этом, в частности, шла речь в ходе брифинга, состоявшегося в Министерстве здравоохранения Республики. Министр Томас Тахнакия и ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, главный неонатолог России Дмитрий Иванов рассказали о сотрудничестве и проведенном в столичном роддоме мастер-классе по детской неонатологической реанимации. У нас есть совместные цели, задачи. И наш визит – это, по сути говоря, сверить часы, совместно с абхазскими коллегами провести аудит службы и наметить пути дальнейшего совершенствования. Современная медицина – это прежде всего высокие технологии, и обсуждали возможности и строительства новых учреждений, которые именно будут помогать беременным женщинам и детям разного возраста. Мы разработали некую дорожную карту, то есть последовательных мероприятий по улучшению службы охраны материнства и детства в республике. Это касается неонатальной службы в рамках родильных учреждений, детской больницы, это вопросы, связанные с транспортировкой тяжело больных детей как внутри республики, так и за ее пределы в Российскую Федерацию, когда есть необходимость оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Мы также договорились о том, что на базе университета наши специалисты будут проходить и курсы усовершенствования, и выезжать на рабочие места по конкретным вопросам. Межправительственное соглашение о взаимном признании образования и квалификации прошло следующий этап ратификации в Верхней Палате Федерального собрания России. Документ ратифицирован Советом Федерации. Об этом сообщает парламентская газета. Подчеркивается, что абитуриенты из Абхазии смогут без препятствий поступать в российские средние и высшие учебные заведения, и такие же условия будут созданы для граждан России, которые хотят продолжить свое образование на территории Республики Абхазия. Учредительная конференция общественного объединения «Общее дело» прошла в Сухуме. Учредителями организации выступают граждане Абхазии. Ее целями является содействие в строительстве и развитии современного независимого и правового государства, способного самостоятельно обеспечить внутреннюю и внешнюю безопасность, обладающего ресурсами для решения социально-экономических проблем и потенциалом роста. В ходе конференции был утвержден устав объединения и сформирован его высший совет, куда вошли более 30 человек. Возглавил общественное объединение «Общее дело» кавалер ордена Леона Вадим Смыр, а Тенгиз Джопо был избран его заместителем. Высший совет организации в течение недели должен сформировать исполнительный комитет, которому будет поручено зарегистрировать объединение в органах юстиции Республики Абхазия. Для проведения учредительной конференции не было необходимости, нам всем это такое общее было решение, не собирать огромное количество людей, насильно кого-то приводить, родных, соседей, родственников и так далее. Это учредительная конференция. По закону оно должно пройти таким образом. И поэтому мы так собрали, в основном пригласили, кого не нужно ни в чем убеждать. Впервые, мне кажется, создается организация не против кого-то и не под кого-то. И удивительно, что многие удивляются, накануне, естественно, президентских выборов, мы с вами собираемся. Неужели у вас нет кандидата? Чтобы снять все вопросы, я хочу сказать, по крайней мере, у меня нет, и у многих ребят здесь нету. Мы решили собрать круг единомышленников и собрать команду. А потом уже вместе с вами, решить, кто будет кандидат. Дом Москвы в Сухуми передал медицинские изделия индивидуального пользования дому-интернату для престарелых и инвалидов. Гуманитарная акция проведена в рамках субсидии оказания медицинской помощи российским соотечественникам, проживающим за рубежом, при поддержке Департамента внешнеэкономических и международных связей правительства Москвы. Об этом наш следующий сюжет. 37 предметов, инвалидные коляски, противопролежневые матрасы, ходунки, лесенки для ванны с поручнями и многое другое, что так необходимо пожилым и больным людям, в преддверии Нового года передало подопечным Сухумского дома-интерната правительство Москвы. Данная благотворительная акция не первая.
Мы понимаем, что интернат обеспечен очень многим, но никогда, как говорится, не бывает лишним дополнительные оборудования, которые мы сегодня и передаем дому-интернату. Мы будем продолжать еще в Новый год осуществлять 2 акции. Это мы передаем 2 школам 6 и 14, мы передаем компьютеры и классы лабораторные по химии и физике. В настоящее время в Сухумском доме-интернате проживает 50 человек. У каждого постояльца своя сложная судьба. Большинство из них совсем одиноки, нет близких и родственников, которые могли бы обеспечить им должный уход. Приют укомплектован квалифицированным персоналом, который делает все возможное, чтобы обеспечить пожилых людей всем необходимым. Оказанная помощь очень важна для подопечных дома-интерната. Сегодняшняя помощь – это большое для нас подспорье. Это и противопролежневые матрасы, это и коляски для инвалидов. От персонала нашего учреждения, от всех проживающих огромное спасибо правительству Москвы, Дому Москвы за то, что они знают и помнят, что мы есть. Гуманитарная помощь была оказана в рамках субсидий оказания медицинской помощи российским соотечественникам, проживающим за рубежом, при поддержке Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы. Представленные медицинские изделия, они действительно помогут улучшить качество жизни проживающих в доме-интернате. И кроме того, они упростят работу персонала в уходе за пожилыми людьми. Кроме того, очень радует тот факт, что наряду с чиновниками, с администрацией и с персоналом данного учреждения социальную ответственность несут и такие организации, как Культурный центр «Дом Москвы». Всего помощи оказано на сумму 230 тысяч рублей. И, как говорят в Доме Москвы, эта акция далеко не последняя. Гугуца Вардания, Степан Мартиросян, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Еще об одном мероприятии, прошедшем в Доме Москвы. Это ежегодное новогоднее представление «Московская елка» для детей российских соотечественников, а также из малоимущих и многодетных семей, подопечных благотворительной организации «Керас». Сказочные персонажи, новогодние подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Представление с самого начала увлекло детишек. Репортаж Алисы Шамба. Новый год – волшебный праздник, который ждут взрослые и дети. А какой же праздник без Дедушки Мороза и Снегурочки, которые приносят с собой радость и сказочное настроение? У входа детей встречали сказочные персонажи и увлекали в мир новогоднего представления. Также дети стали участниками увлекательных игр и конкурсов. Зима холодная, но шуба моя модная, для холодов пригодная, ведь я же Дед Мороз. Незабываемую атмосферу праздника создали песни, танцы, красочные костюмы, великолепное актерское мастерство труппы Росдрама. И детишки тоже подготовились к празднику, надели красивые наряды и выучили стишки. Меня зовут Вика, мне 6 лет. Я пришла на праздник Новый год. Я в костюме снежинки. Пирата видели, играли в сосульки мы, водили хоровод. Мне очень-очень понравилось. Друзьям на Новый год что пожелаешь? Я вас всех люблю, и я вам передаю всем привет с Новым годом. Принес папа елочку, самую пушистую, самую душистую. Елочка так пахнет, что мама сразу ахнет. В этом году в новогодней елке приняли участие около 100 детей из всех районов нашей страны. Многие из них впервые на елке. Нам всего год и 8. Мы первый раз пришли в гости в Дом Москвы на новогодний праздник. Мы очень довольны, несмотря на то, что София прячется. Ей все очень понравилось, и я очень рада, что устраивают такой праздник Дом Москвы в Абхазии. Всем очень хочется пожелать самое главное – здоровья и народу Абхазии, и моим родным, моей родине, России. Хочется, чтобы было много детей, чтобы было много детского смеха, чтобы все мы в следующем году радовались намного больше, чем в предыдущем.
Новогодние подарки привезли из Москвы. И детям, судя по всему, они очень понравились. Московская елка приносит детям радость и сказочное новогоднее настроение. Мы стараемся, чтобы ежегодно были детки не только из благополучных семей, но и те, которые нуждаются в более большом внимании. Это, как всегда, фонд «Киарас» у нас принимает участие дети. Ну и многие другие, те, кто даже заблаговременно иногда приходит к нам и просят билеты, мы стараемся никому не отказывать. Пользуясь случаем, я хочу поздравить с наступающим Новым годом, пожелать всем здоровья, счастья. Надеемся все, что следующий Новый год будет для нас успешным и плодотворным. В общем, праздник удался. А следующее новогоднее представление состоится 25 декабря для 150 детишек с ограниченными возможностями. Продолжается акция «Ассир Хамтас», организованная благотворительной организацией «Киарас». До завершения акции осталось всего несколько дней. Но пока что Дедушка Мороз ответил не на все письма детей. Так что еще есть возможность исполнить маленькие мечты. Новый год – самый волшебный и долгожданный праздник. Больше всех его ждут дети, ведь именно они окружены особым вниманием и любовью взрослых. Так случилось, что в Абхазии есть дети, которым нужна помощь и поддержка неравнодушных людей. 4-й год подряд благотворительный фонд «Киарас» организует для своих подопечных малоимущих семей акцию «Ассир Хамтас». Каждый ребенок в возрасте от 3 до 13 лет может собственноручно написать Деду Морозу письмо с просьбой выполнить его желание. В этом году таких писем более 600. На 500 из них Дедушка Мороз уже ответил. У нас были определенные правила. Мы, когда обзванивали семьи, мы говорили о том, что нельзя будет просить бытовую технику, там, телевизоры, планшеты, телефоны и велосипеды для взрослых, чтобы не было тех просьб, которые были не разрешены. До 10 числа мы собирали письма, ну и по сей день их собираем, а потом уже после 10 числа стали приходить люди, которые брали эти письма. На данный момент зафиксированных писем 626, но есть еще те письма, которые мы не фиксируем. Мы фиксируем письма с 3 до 13 лет. А детям с 1 года до 3 лет мы делаем от себя символический подарок. Поэтому мы их не фиксируем как письмо, так как мы никому не отдаем его, а просто отдаем какой-то тоже порядковый номер. А так на данный момент у нас в базе уже 707 детей. Мы прочитали несколько писем. Невозможно представить себе, что в нашей стране есть дети, которые просят в качестве подарка на Новый год нижнее белье, теплые свитера, калоши и учебники. Но такие дети есть. Главная цель акции – подарить детям веру в чудо и показать им, что желания могут и будут исполняться. Любой неравнодушный человек может стать Дедом Морозом для конкретного ребенка. Если раньше в акции больше принимали участие различные учреждения и организации, то сейчас в основном обычные граждане Абхазии исполняют желания детей. Некоторые подарки получились у нас огромных размеров, то есть большие. Чьи-то подарки получились маленькие. Это все зависит не от того, что наша организация кого-то любит меньше или кого-то больше, а просто за счет того, что люди, которые приходят и забирают эти письма, их финансовое положение тоже не всегда одинаковое. Наши подопечные должны понимать, что все эти подарки, которые их дети получат в Новом году, все это сделали обычные, простые люди. Это коллективы, это целые классы, это студенты. Каждый год именно в этой акции принимает участие огромное количество людей. Всех благодарю, и я надеюсь, что наши дети все останутся довольны. Разные письма, разные подарки. Иногда дети пишут желания целыми списками, и исполнить их сложнее всего. Но в любом случае, каждый ребенок, написавший письмо, не останется без внимания и получит к Новому году один из самых желанных подарков. 29 декабря для всех детишек из семей подопечных благотворительной организации «Киарас» в абхазском и русском театрах будет организован показ новогодних представлений. Здесь же им будут розданы и подарки от Деда Мороза.
В ночь на пятницу в Сухуме произошел пожар в частном двухэтажном доме по улице Жданова. Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного МЧС в 19 часов 12 минут. Дом выгорел полностью. По словам спасателей, хозяева слишком поздно заметили возгорание. К приезду сотрудников МЧС пламя уже охватило дом. Пострадавших нет. Предварительная версия пожара – короткое замыкание в электросети. И о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни в Абхазии ожидается облачная погода. В субботу ночью и до второй половины дня слабый дождь. В воскресенье ночью без осадков. Днем временами дождь. Температура воздуха ночью плюс 3,8, днем плюс 5-10 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.